уникальный в своем роде. Общий объем финансирования, который планируется в рамках реализации данного проекта, это более 400 миллиардов рублей. При поддержке уважаемого главы нашей республики, также при поддержке Министерства финансов и правительства нашей страны, здесь оказывается мера государственной поддержки, в том числе это реализация объектов инженерной инфраструктуры, также объектов социальной инфраструктуры. Это площадь застройки 260 гектар, площадь жилой и нежилой застройки 3,5 миллиона квадратных метров. 2 миллиона квадратных метров – это именно жилищная застройка. В текущем году планируется порядка 28 квартирных домов уже этажностью до 28 этажей и общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. Отличный современный проект. Хочу сказать, что для людей это новое качество, новый уровень жизни. Это такой суперсовременный проект. Проект замечательный. Я думаю, что жители это ценят. Антон Германович отметил, как мы уже объявили о новом строительстве, сразу проект поддержал. На Перницкое присоединение выделил более 3,7 миллиардов рублей. За то, что вам спасибо большое, там все сделано, как говорится. Такой знаковый проект, поэтому, конечно, будем поддерживать и дальше. Более 20 гектаров общей площадью, весь объект у нас, это благодаря поддержке Рамзана Ахматовича мы заключили соглашение между РФПИ, Российским фондом прямых инвестиций, фондом имени Шейха Заида. И совместный проект после завершения будет сдан в аренду. Есть соглашение между правительством Чеченской Республики, Озоном, РФПИ и фондом имени Шейха Заида. Общая площадь застройки это на 100 тысяч квадратных метров. В 2027 году мы планируем первый этап завершить, и в 2029 году второй этап также будет у нас завершен. Создание около 4000 рабочих мест. Это будет такой межрегиональный хаб, плюс еще у нас будет в 2027 году и аэропорт запущен новый международный, поэтому мы тут синхронизированно проводим работы. Ну и современная, наверное, начинка будет, да, с точки зрения расфасовки, распределения товарных потоков, которые сюда будут поступать. Абсолютно верно, вы правильно подметили. Параллельно со строительством у нас идет разветвление всей сети Озон по Чеченской Республике, то есть самых труднодоступных населенных пунктов. Там они открывают свою точку, чтобы максимально 100% охват был и работа производилась непосредственно на местах. Существующий цементный завод, он был построен в 1973 году. До сих пор функционирует. Единственная проблема в том, что он по экологическим нормам до 1932 года должен будет быть перевооружен. Сейчас мы находимся в площадке строящегося нового цементного завода. Глава республики Герой России Рамзан Ахматович заложил капсулу в апреле 1924 года под строительство этого завода. Этот завод уже на стадии 95% выполнен строительных работ, 75% идет монтаж оборудования, 85% закуплено оборудование. Это будет после завершения первый в России и в Советском Союзе проект строительства сухого цементного завода на российских заводах. Если все у нас успешно получится, мы готовы масштабировать этот проект с помощью нашего Аграрского нефтяного технологического университета имени Миллиончикова. После завершения этого проекта, согласно мастер-плану, глава республики поручил его разработать. Планируется строительство индустриальных парков, утилизация строительного мусора. Это экопарк. Здесь мы планируем строительство бизнес-парка, технопарк. Новые технологии. У нас заключен с китайской компанией, государственной корпорацией Пекин, заключен контракт по совместным с Академией наук Российской Федерации, с нашим Миллиончиковым. 2 года мы подготовили специалистов среднего специального образования. 200 человек уже вырастили. С сентября этого года уже открываем базовую кафедру. Прямо здесь на заводе студенты будут иметь возможность и обучаться, и работать. Вот существующий у нас проект «Истазбек». Это современнейшие немецкие технологии, здесь были применены уникальные фиброцементные, которые имеют очень хорошее качество. Газоблоки, строительные смеси и известь. Эту гамму продукции мы тоже планируем в перспективе 3-4 года развивать, потом строительство гипсокартонного завода и завода по переработке горного гипса. У нас самый лучший гипс. Мы тоже уникальный проект для нашей страны. Китай сделали, Италия сделает аналогичный проект. Мы, наверное, будем третьими. 15 километров партионную линию хотим здесь строить, уже проводятся изыскательные работы и так далее. Ну когда запуск у вас? В следующем году? Нет, мы не имеем права до следующего года. Теперь все сделаем, чтобы в этом году все завершилось. Срока времени не даем. То есть республика будет полностью обеспечивать своим собственным цементом, да, отделочными материалами, в условиях больших темпов
больших темпов стройки, высоких темпов развития, это как раз очень востребовано.